Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовский блок новостей» или второе название «Эхо Мордовии». Новости Мордовии за апрель-май 2019 года прокомментирует доктор исторических наук Владимир Кузьмич Абрамов. У нас, как всегда, начинаем с девиза, который, это слова Петра Николаевича Тултаева. Он сказал: «Пока мы будем безучастными, мало что изменится». Первая новость. 27 марта Владимир Дмитриевич Волков в ежегодном послании порадовал нас, что за 5 лет продолжительность жизни выросла на 3 года. Но по показателю смертности у нас, к сожалению, еще хуже среднероссийского уровня. А 9 апреля статистическое ведомство Мордовии сообщило, что у нас старше 90 лет 4,5 тысячи человек в Мордовии, а старше 100 лет около 150 человек. Как, Владимир Кузьмич, к этой проблеме продолжительности жизни? Можно ее повышать? В силах мы? Продолжительность жизни, конечно, можно повышать, если будет улучшаться медицинское обслуживание. Надо сказать, что я смотрел данные 10-15-летней давности, уже тогда средняя продолжительность жизни в Мордовии, мордвинов, я имею в виду, она была выше, чем в среднем по России. Да. Тут несколько причин. Главная причина — сам тип мордовский, он, в общем-то, жизнеспособен. Потому что не надо забывать, что Мордва веками находилась на границе лесов и степей, откуда нападали кочевники. Поэтому сама вот ситуация держала в постоянном стрессе, выживали только сильнейшие, и происходил очень хороший отбор физический. И поэтому вот в Мордовии, ну в Поволжье, я скажу, Мордва, самые рослые люди среди, они выше высокие, русских, да? выше татар, выше чуваш, там, и марийцев и так далее. Это вот все, я считаю, последствия вот того естественного отбора. Плюс у нас все-таки очень неплохие географические условия. Достаточно теплое лето, произрастают фрукты, овощи, то есть питание разнообразное и так далее, и так далее. Это вот тоже играет свою роль, без сомнения. Ну и, конечно, медицинское обслуживание после войны улучшается. Что касается повышения смертности, то не надо забывать, что сейчас из жизни стало уходить послевоенное поколение, очень многочисленное, это мое поколение. Вот, и поэтому смертность будет достаточно высокая. А вот рождаемость, к сожалению, у нас сейчас небольшая, и поэтому еще какое-то время смертность будет превышать рождаемость. Ну вот для обсуждения еще предложу несколько факторов, влияющих на этот показатель. 19 апреля в Общественной палате прошли слушания по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг Саранска. Общественная палата, кстати, вот в этом здании сзади нас, в библиотеке, находится. И там сообщили, что рекомендации Всемирной организации здравоохранения по городской растительности у нас перевыполнены в 2 раза, а по пригородной растительности в 3 раза. И вот экологи предлагают пригородные леса соединить аллеями с жилыми районами Саранска. 30 мая из пригородного леса прибежал лосенок в Саранск как раз, покупался в стадионе «Старт» в пруду и убежал назад. Как вам эта идея с аллеями? Идея, так сказать, встречать лосенков или идея с аллеями? Но то, что вокруг Саранска прекрасные леса стоят, это замечательно. Лесопарковая зона есть, куда людям выйти, подышать свежим воздухом, отдохнуть. Это чудесно, прекрасно. Естественно, что эта зона лесопарка должна быть каким-то образом оборудована, в том числе и аллеями. Ну а чтобы лоси оттуда не прибегали слишком часто, я думаю, эта проблема, она решается несложно. Просто выгнать лосей в другие, подальше, отогнать лосей подальше, и все. Места в Мордовии еще достаточно. Я думаю, эту проблему решаем. Кстати, на нас посягают не только лоси, но и другие живые существа. 5 апреля Роспотребнадзор сообщил, что за первый квартал животные покусали и ослюнявили более 300 человек, это только тех, которые в медучреждения обратились. Из 376 обратились в полицию, но административные дела не завели, так как якобы это легкий вред здоровью. В Саранске или в Мордовии? 300, более 300 в Мордовии, 113 в Саранске. И клещи еще нас атакуют. За 5 месяцев, 30 мая, Роспотребнадзор сообщил, 177 человек как минимум, в том числе 82 ребенка, были укушены, и 3 укушенных заболели клещевым боррелиозом. Это может приводить к инвалидности. В прошлом году по всем этим показателям в 2 раза меньше было. Можем ли мы решить эту проблему, или это никак не контролируемое природное явление? Проблема это тоже решаема.
Видимо, с изменением климата это связано. В последние годы у нас стало больше клещей. Раньше все это было ближе к Сибири. Тоже появилась мошкара, которой раньше в Мордовии не было. Видимо, все-таки изменение климата какое-то идет. Но надо самим предохраняться. Я думаю, полиция эту проблему с клещами не решит. Это не ее функция и не ее задача. А то, что как-то обрабатывают зоны, ну, у нас, вы сами сказали, зона лесная очень большая, все это обработать достаточно сложно и денежно. Вот, поэтому, я думаю, жителям самим надо предохраняться от клещей. Ну, что тоже касается и собак. Вот с бездомными собаками, конечно, проблему надо решать обязательно. Потому что рано или поздно вот эти стаи, которые привыкли к людям, они рано или поздно попадают в какую-то агрессивную ситуацию, начинают защищать свои территории. Вот. И дети, они вот взрослый еще поймет, куда он идет, и он не будет. А вот ребенок, он же не всегда понимает, он бежит на прополую, а собака воспринимает это как угрозу. И все, и стаи могут на детей нападать. Вот эта проблема очень сложная и серьезная. С ней надо решать. И прежде всего избавляться от бездомных собак. Избавляться. Ну как? Ну, смотрите, если у вас есть деньги, если у вас есть, как говорится, собачьи гостиницы, там и прочие какие-то вот загоны и прочее, то можно их туда стерилизовать. Можно и как. Ну, некоторые говорят, там, ликвидировать. Раньше по Саранску так решали эту проблему. Я на этот вопрос ответить не могу. Но я все-таки считаю, что лучше, если детей бешеные собаки кусать не будут. У меня вот такое мнение. Да, и бешеные лисы. Вот следующая новость посвящена качеству питания. В первой половине апреля провели анкетирование в детских садах, и выяснилось, что более 80%, согласно результатам опроса, довольны и организацией питания, и санитарным состоянием, и вкусом, качеством еды. В конце апреля Роспотребнадзор выяснил, что в 3 детских садах кормили некачественными молочными продуктами. 29 апреля жительница Саранска купила пирожок вкусный. Я дома увидел под пакетом, что к нему прильнул большой рыжий таракан, и вместе так и был продан вместе с тараканом. А 30 апреля были поминки в поселке Комсомольском, и 26 слышали. Кишечная палочка сальмонелла. Как вам в целом качество питания в Мордовии? Это, конечно, экстренный случай, а в целом? Я, коренной житель Саранска, прекрасно знаю, что раньше питание в столовых Саранска было просто отвратительным. Единственное место, где можно было более-менее прилично поесть, это ресторан «Центральный», который сейчас находился в здании гостиницы «Центральный», который снесли. В остальных, кстати, улица Советская и Большевистская перекресток. Вот, да. В остальных, особенно вот я помню в Ковылкино, это ужасно. Я много ездил по Мордовии и куратором сельхозотрядов студенческих был, приходилось там туда, поэтому я с этой проблемой более-менее знаком. А сейчас, мне кажется, положение улучшилось, потому что вот эта частная инициатива, все-таки каждый владелец, он старается создать о себе хорошее мнение, и поэтому лучше стала ситуация. Но, к сожалению, такие вещи еще случаются. Случаются по разным причинам. Недосмотр, что-то, кто-то. А иногда бывают, да, залежалые продукты, да, ничего. Извините за выражение, раньше сельские говорили, городские сожрут, да, вот. Ну что, таких людей надо наказывать. Еще у нас какое интересное отношение есть к еде. 9 апреля, можно сказать, войска Россельхознадзора, пехота зашла на центральный рынок, изъяла 7 килограмм санкционных сыров из вражеских стран Германии, Голландии, Финляндии, и потом отвезли их на Александровское шоссе и под видеокамеру сожгли. Как вы к этому относитесь? Ну, то, что санкционные сыры изымают, это хорошо. А вот то, что уничтожают, если продукт, он достаточно качественный, хороший, уничтожать такой продукт, я считаю, что это не совсем правильно. Тот же Роспотребнадзор должен организовать проверку. Если он хороший, то по заниженной цене официально продать малоимущим. Или, может быть, даже раздать. Наверное, у нас нет малоимущих, наверное, у нас богатый регион. Я думаю, есть. 27 мая в социальных сетях появилось видео, как на берегу пруда около комбината Тепличное тонны выбросившейся рыбы. И говорят, что это был на следующий день после того, как комбинат химикатами поливал свои земли, а он всегда берет воду из этого пруда.
В Рузайский районный суд осудил руководителя водопроводного предприятия за нарушение санитарных требований к питьевой воде. 28 мая представители Мордовского отделения «Открытой России» собрали 500 подписей на ржавую воду, передали в городскую администрацию. Теперь качество воды, как вам? Это 500 человек с какого района? Из Саранска. Нет, а с какого района? Потому что Они у меня, я на живу в разных Светотехнике, у нас тоже время от времени идет совершенно ржавая вода. Она везде, видимо, идет, Да, идет. но собирали в разных районах. И особенно Саранска. где-то вот там, значит, в 9 часов. Но мы привыкли к этому уже, да, или Да, но ничего хорошего в этом нет? ничего хорошего нет. А Но, да. но вы мне задали вопрос, я не понял, как вы относитесь к тому, что рыба дохнет? Отрицательно отношусь, конечно. Вот. И за это тоже нужно наказывать, чтобы не портили воду и прочее, еще что говорить. Найти виновных и наказать по закону. Да, я считаю, мы как граждане должны По-моему, эти каждый проговаривать нормальный вещи. человек может так ответить на это. Да, но не каждый нормальный человек готов публично сказать, что это нехорошо. Следующая новость такая, она странная и специальная, но тем не менее, мне кажется, важно ее тоже проговаривать. 29 апреля на стройплощадке по улице Севастопольской на Химаше рухнул огромный автомобильный кран. И оказывается, 2 года назад тоже огромный башенный кран рухнул. То есть у нас такая традиция хорошая. А это ведь может привести к тому, что этот кран рухнет на людей, на жилой дом. Надо как-то, как считаете, чтобы этого больше не было? Я считаю, что надо сделать все, чтобы этого больше не было. Вы не волшебник, конечно, да. Но я лично, как я могу помочь и чем могу помочь? Это должны быть ответственные люди, которые ответственно к этому делу относятся. Значит, недостаточная квалификация тех, кто этот кран устанавливал, кто на нем работал. Такие вещи встречались и бывали давно. Я еще помню, мальчишкой был, бегал, вот строили театр. Русский сейчас драматический театр, у этого театра. Нет, горсовет строили. Вот у горсовета была тогда, сейчас вот, когда грузовик подходит, там лапы с разных сторон опускают, чтобы он стоял. А раньше вот, может быть, у них лапы были, я не знаю. Ну, просто грузовик подъехал, у него такая вот вертушка была. И там наверху 2 женщины, они что-то там красили. И в конечном счете что-то, значит, пошло у них, и вот в разнос резонанс, и все это опрокинулось. Ужас, конечно. Ну вот еще более сложная тема. 1 апреля и 29 мая Петр Николаевич Тултаев, мэр города, подтвердил свое намерение продолжать активно сносить старые металлические гаражи и сараи, на которых нет правоустанавливающих документов. То есть они, конечно, может, некрасивые, они захламляют дворы, но это же собственность, люди десятилетиями этим пользовались. Как вот эту сложную проблему решить справедливо? Или к чертовой матери их увозить из города? Надо было следить с самого начала, конечно. Следить. Как только поставил один, сразу убрать. А то один поставил, молчат, второй поставил, молчат. Потом, когда 200 гаражей поставят, начинают бегать и охать. Ах, как, что мы будем сносить. А где же вы раньше были, господа бюрократы? А сейчас как быть? Как справедливо? Ну, справедливо трудно сказать. Трудно сказать. Потому что, как ни скажи, всегда будет кто-то недоволен. Да. Это обязательно. Либо администрация, либо владельцы этих гаражей и прочее. Ну, тут какая... Что спорный можно вопрос сделать? такой, да. У меня гараж, правда, кирпичный. Вот, и стоит он в зарегистрированном обществе. Но я понимаю, там у нас и железные гаражи есть. Я понимаю, что это такая проблема существует. Что я могу сказать? Как-то надо решать. Но это должна решать администрация Петр Николаевич Тултаев. Ему за это, кстати, деньги платят. А мне нет. Вот он пусть и решает. Согласен. И вот еще как решают проблему того, что у нас в районах не отремонтированы памятники воинам войны, не отремонтированы местные автодороги, не расширены, не благоустроены кладбища, придумали референдумы о самообложении. В прошлом году в Большеберезняковском районе прошли референдумы, в этом году в апреле в Краснослободском, в Рузаевском. Во всех десятках большинство, явка больше 50, большинство голосует за 100-200 рублевый сбор. Но в одном только поселении, где им предлагалось на 350 рублей, там они отказались. В других, вот в Рамаданском районе, уже главы поселения говорят, вот фельдшерско-акушерский пункт есть, давайте тоже собирайте на это деньги. Монтировать нужно пешеходный мост через реку, тоже собирайте деньги. В школе, допустим, номер 9, вроде бы Чайный Саранск сообщил, что школьную форму чуть ли не обязывают
в определенных магазинах покупать. То есть увеличение самофинансирования, самофинансирование. Как вы к этому? Естественный процесс движения к рыночной экономике. Что касается памятников героям, землякам, павшим в борьбе за Родину, здесь, конечно, если администрация села установила, то она обязана его поддерживать в нормальном состоянии. Денег нет, говорит. Ну, денег нет, где-то как-то надо изыскать, вот обращаться к людям. Что касается каких-то пешеходных переходов, каких-то, это уже вопрос сложный и более дорогой. Вот здесь уже администрация района должна подключаться, а может быть и областная администрация. 9 апреля произошла в Саранске пресс-конференция военного комиссара Мордовии Игоря Валерьевича Тихомирова. Он сообщил, что дедовщины и неуставных отношений в армии нету, сообщил статистику. Альтернативную службу из Мордовии один призывник, всего более 1000 призывников в Мордовии призвали, показатель годности более 80, 53 это контракт, а уклонистов и тех, кого не удалось оповестить, 600 уклонистов. Как вы относитесь вообще к призывной срочной армии? Ну, призывная срочная армия – это традиция России. Россию спасала всегда именно срочная армия, не наемная, не контрактная, а именно срочная армия. И если была большая война, всегда воевал народ. Поэтому если кто-то думает, что вот мы сделаем наемную армию, контрактники будут служить, а всех остальных освободим, это наивное рассуждение. Ни один контрактник 4 года в окопе сидеть не будет, перераненный и, извините, в овшах. Не будет. Он будет служить только тогда, когда ему за это будут платить деньги. Поэтому если будет война, так или иначе обязательно будет воевать народ. Поэтому часть населения, она обязательно, мужская часть, должна пройти воинскую службу, я считаю, для того, чтобы получить определенные навыки. Я сам служил в армии в 1973-1975 году. Вот, и определенные навыки я получил. Ну, по возрасту сейчас меня, надеюсь, в армию не возьмут. Вот. Но, в принципе, я считаю, что каждый мужчина, он должен эту службу пройти, потому что это основная обязанность каждого гражданина. Вот вы говорили, гражданское общество. У гражданина не только права, у него еще обязанности есть. И я считаю, что это основная обязанность. Человек, который не прошел армию, не выполнил свой главный долг перед страной, перед Родиной, он не имеет права быть в государственных органах, государственным служащим, это мое прямое мнение, ни в силовых органах, ни в ФСБ, там, ни так далее, так не имеет права быть. Только после армии брать туда можно. Что теперь касается цифр, вернее чисел, о которых военный комиссар сказал. Ну, я считаю, что он сказал, вот один в альтернативной службе, 600 уклонистов, я думаю, обманывать кого-то, у него нет никаких причин, это они соответствуют действительности. 600 уклонистов для Мордовии – это многовато. Это многовато. Особенно если призывников сравнительно ведь немного. Это много. Значит, отношение к армии соответствующее. Вот. Что же касается того, что дедовщины больше нет, я в это не верю. Она есть, была и будет. Все дело в каких масштабах она будет. Это уже другой вопрос. Потому что всегда определенная конкуренция есть между старослужащими и молодыми. И старослужащие всегда немножко, они имеют возможность, как говорят, там у них из их среды вышли сержанты, ефрейторы, младшие сержанты, они командиры, у них есть возможность как-то молодых немного погонять. Но тут тоже вопрос сложный, потому что армия, там человек, который сильный духом и так далее, он отстоит свое достоинство. А вот, и, как правило, вот ребята, сельские ребята, которые приучены к физической работе, приучены, извините, к дракам, они там, как правило, адаптируются очень легко и хорошо. А вот маменькины сынки, он единственный ребенок в семье, таких у нас очень много сейчас, вот им, конечно, сложно, чисто психологически. Даже вот лежать и спать в казарме, где лежит 200 человек, вот, я знаю, что многие просто не могли привыкнуть к этому, солдаты. Я служил офицером, мне было легче, но я понимал, что такие проблемы были. И получается, что вот
то, что большинство развитых стран переходит на контрактную армию, вы считаете, это все придет к тому, что у них вот настоящих мужчин скоро совсем не будет, потому что мужчина только тот, кто прошел срочную армию. Правильно, да? Есть другие возможности прохождения, как говорится. Можно через армию, да, альтернативные. Спорт. Спорт. А вот в развитых странах, как вы знаете, спорт очень развитый. Там обязательно играет футбол, хоккей, бокс, борьба. Это тоже способы воспитания личности и так далее. Что же касается контрактной основы, то это в мирное время. В Соединенных Штатах была контрактная, в Великобритании была контрактная служба, как и в других, во многих странах. Значит, во Франции иностранный легион, там набирают за деньги кого-то, вот он там служит. А французы, сейчас служат и в армии. Но когда, всегда вступала война, все, брали всех. Тех, кто, конечно, по здоровью, по своим качествам подходит для службы в армии. Не каждый подходит. Владимир Кузьмич, все-таки последний вопрос задам. А вы считаете, что сейчас у нас есть страны, которые реально угрожают нам военной агрессией, интервенцией, да, от которой мы можем в ближайший год ожидать нападения? Я думаю, что сейчас таких стран, чтобы именно угрожать, это угроза, это одно из, как говорится, направлений политики. Всегда, ведь когда показывают парад воинский, сразу возникает вопрос, а зачем вот эти ракеты? Да. А показывают. А что это такое? Это форма угрозы. Понимаете, какая вещь? То есть это тоже политика определенная. Что же касается прямой угрозы при объявлении войны нашей стране, наша страна, как вы знаете, обладает большими запасами ядерного оружия и обладает средствами доставки ядерного оружия в любую точку земного шара. Нападать на такую страну – это просто безумие. И поэтому говорить о том, что угрожать нам кто-то может сейчас, нормальные, а там в основном у них в результате демократических выборов в основном приходят нормальные люди. Вот. Я думаю, что таких стран нет. Другое дело, что страны могут определенные меры принимать в тех случаях, когда им не нравятся какие-то элементы нашей политики. Вот в отношении Крыма, вы знаете. Да? Вот Крым. А вы за воссоединение с Крымом, да? Вопрос сложный. Я историк. Я знаю, что сама передача Крыма Украине в свое время, она была сделана юридически не вполне законно. В 60-х годах? Это 54-й год. Причем многие обвиняют Хрущева, говорят, Хрущев передал. Это дело, это просто наша персонификация всех явлений. Хрущев тогда в одиночку ничего не решал. Он только в сентябре 53-го стал первым секретарем, и он в одиночку ничего не решал. А там такие сидели глыбы, как Маленков, Молотов, Каганович, Ворошилов. Кстати, документ о передаче Крыма подписал именно Ворошилов и прочее. Он не вполне легитимно был сделан. Почему? По договору после Второй мировой войны, там был принят договор, я не помню между какими странами, но между странами-победительницами, договор не менять послевоенные границы. Поэтому передача такого, а это формально, юридически, это были разные страны, две союзных республики, Украина и Россия. Натяжка здесь уж прям разные страны. Нет, вы подождите, в одном союзе. Это еще не все, это еще не все. И передали. Этого не... передали, ясно, у нас с благими намерениями. Как из Мордовии сейчас, какую-нибудь Ульяновскую область передадут регион? Сейчас, минуточку, мы к Мордовии вернемся. Да. У нас тоже есть такой прецедент. Значит, что? Там канал проводили в Крым, и из Днепра, вот это, северо-крымский канал там проводили. И говорит, а чего мы из одной республики страны другой? Давайте передадим, и проще будет им взаимодействовать и прочее. То есть вроде бы благие намерения. Но это было сделано без учета населения Крыма, которое в основном уже было русским. Как это было принято в Советском Союзе. Да. Крым никогда не был украинским. Это Новороссия. И она была присоединена в период, начал еще Петр там присоединять, потом в период Екатерины II, когда Крым был присоединен. И заселяли его из центральных районов страны русскими, не украинцы. Украинцы просто
украинское население, оно туда позднее стало проникать. Потом, что произошло? Когда после гражданской войны стали формировать союзные республики, там же на Украине, ну, вы знаете, был Скоропадский гетман, там директория и прочее, прочее. Была война, и с одной стороны нужно было союзную социалистическую советскую украинскую республику делать. Столица была в Харькове. А Харьков тоже, в принципе, русский город сделали. А потом, когда присоединяли, потом вот это украинское население, все это Украину распространили туда, а в 1939 году и на Восточную Польшу. Ну, мы говорим Западную Украину, мы не говорим Восточную Польшу. Видите, что произошло? Поэтому вот Крым-то там было русское население в основном. И не только в Крыму, но и вот Донбасс, значительная часть. Вот. Это было передано без учета населения. То есть это было неверно, юридически неверно, незаконно. Вот. Теперь, но потом подписали, что? Значит, границы не менять. Более того, в начале 90-х годов встал вопрос, когда Советский Союз распался, на территории Украины было большое количество ядерного оружия. Да. Встал вопрос, что делать? Вот Будет Украина иметь это оружие или не будет иметь? Они доверились нам. И вот решили, И что вернули. они передают нам все свое ядерное оружие. А мы не будем посягать на Крым. Да, не только на Крым, а мы не будем стараться изменять границы. А мы обманули. Они нам передали оружие, а мы референдум и Крым воссоединили. Видите, что произошло? Значит, как это воспринимать? Ну вот сначала это было сделано в 1954 году. Ошибка. Вот эту ошибку стали исправлять, породили еще одну ошибку. Видите как? Это очень сложная система. На Западе как это восприняли? Договор есть, а выполнения договора нет. Да, видите, в 2014 нарушили международное право. Ну ладно. Ну это вы зрители, знаете. Значит, пусть, наверное, в конце мы, в принципе, сошлись по поводу оценки итоговой. Ну это ладно. Следующая новость. У нас в конце апреля появилась информация, что скоро снесут киномакс «Победа» на проспекте Ленина, кинотеатр. И с осени уже там кинопоказы не идут. Какие у вас воспоминания? Вот вообще, там было одно здание в начале 2000-х, новый кинотеатр «Победа» построили. Какие у вас воспоминания вообще вот с этим местом? Он с самого начала «Победа» назывался. У нас такого кинотеатра не было «Победа». У нас был кинотеатр «Октябрь», который снесли. Там, кстати, тоже 3 зала было. Потом этот, он в какой-то мере заменил вот этот кинотеатр «Октябрь», «Победа». Но я был там несколько раз. Нормальный кинотеатр. А вот то, что сносят, на месте его жилой комплекс поставят. Вот это напрасно. Знаете почему? Я не знаю, может быть, этот комплекс «Победа», он обветшал, его надо сносить и так далее. Но я категорически против того, чтобы новый комплекс жилой строили на проспекте Ленина. В центре города. Не обязательно. Вот тут дело не в центре. Улица достаточно узкая. Улица центральная. Идут потоки машин. Потом, вот с точки зрения функциональной, если построят еще один такой же комплекс, как вот построили здесь около 12-й школы, а потом построили еще вот около улицы Полежаева, Высотной. Да. Что это значит? Это тысячи людей, пробки. Это сотни машин, которые будут где-то там наляпаны стоять. Это значит, здесь будут постоянно пробки. Центр будет задыхаться. То есть вот с функциональной точки зрения это неверно, неграмотно, я считаю. Дальше. А вот с точки зрения культуры, это еще неграмотно. Почему? Потому Никто что еще вот не отмечал эту важную правду мысль. Потому что эта улица, она сложилась в 40-е, 50-е годы. И все дома, если вы увидите, да. Они гражданская бывшая, да, 3-4 этажа. Да, на одном уровне, да? На одном уровне они примерно, и улица один стиль она имеет. То есть вот с точки зрения архитектуры, это комплекс целый. И вот такие комплексы в городах надо сохранять. У нас же в городе совершенно безграмотно ни одного комплекса не осталось. Во-первых, снесли исторический центр. Красивый. Красивый очень центр были. А вместе со спуском к парку, там вообще, значит, это место идеальное было. Вот говорили, вот там старый Арбат надо сделать, кто-то предлагал по берегу Саранки. Они не понимают, что. Но старый Арбат, прежде всего, старинные дома, в которых кафе, магазинчики, маленькие, сувениры и так далее, так далее. Вот там идеальное место для этого было. Взяли, уничтожили, построили вот этот элеватор. Совершенно идиотское здание. Сейчас делают вот это. Дом уничтожают, вот второй комплекс уничтожают. Все. Я против таких вещей. Ну вот смотрите, как оценивают горожане свой город, в котором они живут, Саранск. Из 24 городов России опрос проводился, и жители Саранска оценивают 3 мая
финансовое положение как самое бедное из 24 городов Ну, России. правильно оцениваете. Но зато национальный рейтинг мэров у нас Петр Николаевич всегда почти в десятке уже несколько лет. Вот 11 место за апрель-май. Но за то, чтобы у нас лучше, чтобы мы восхищались своим городом, 29 мая Горсовет Саранска принял решение, что так как у нас есть лишние деньги в Саранске, давайте создадим пресс-службу, видимо, введем новые штатные единицы, чтобы имидж города, и чтобы мы с вами полюбили наш, как градоустройство. Нам еще больше лапши на уши вешать, если Да. просто говорить, да? Но я скажу, что низкая зарплата в городе Саранске – это проблема, которая одним Петром Николаевичем Тутаевым решена быть не может. Потому что здесь закладываются проблемы экономики, проблемы эмиграции. Ведь на протяжении десятилетий из Мордовии здесь была такая атмосфера создана, я имею в виду, и до, как говорится, до начала 90-х годов, а потом вот уже, я считаю, последние годы она возобновилась. Вот это. Люди просто уезжают. И не всегда это зависит от материального положения. Люди задыхаются. Вы смотрите, молодежи где-нибудь устроиться можно на приличную работу? Нельзя. А если, так сказать, на работу нельзя, на работу берут по знакомству. Вась-вась и вот и прочее, прочее. То есть перспектив для развития нет. Ну вот, значит, Владимир Ильич, он сказал, что вот мы будем снимать с московской иглы. Хотелось бы задать вопрос, а каким способом они собираются это делать? Сейчас по нацпроектам еще несколько десятков привлекают деньги московские. Конечно, это не московские, это сибирские, это от нефти мы деньги тратим. Вы знаете, разовый такой впрыск через иглу, понимаете, шприцем, он проблемы не решает. Эта проблема решается постепенно и очень долго. Так, что-то Пресс-служба. там... Да, пресс-служба. Да. Но это у нас уже бюрократический аппарат и так уже разбух. Угу. Мы уже навешали, вы смотрите, что вот, например, Министерство культуры, Министерство национальной политики. Ну, видим, кабинет еще есть свободный. Сейчас, минуточку, значит, архивы. Что еще? Ну, туризм вот недавно сняли, видимо, где-то дошло. И туризм туда же был, понимаете? Вот оставалось только ЖКХ добавить, и все. Это вот объединяют все, что только можно, необъединяемое, и в то же время создают новые вот бюрократические структуры. С тем, чтобы, ну что, люди пропагандой будут заниматься. Коммунистическая пропаганда спасла Советский Союз строить? Не спасла. Почему? И не могла спасти. Потому что сколько лапшу не вешай, человек же он не дурак, он же видит, что у него, сколько ему платят, что на самом деле происходит, и все. А там ведь очень аппарат был задействован, очень мощный. Школа коммунизма, понимаете, там и прочие пропагандисты там, пропагандисты здесь собирали каждый день за неплохие деньги, тут все через общество знаний все это шурал, а все это в прах пошло. И здесь будет то же самое. А инакомыслящих в тюрьмы? Ну, тогда уже мало. Ну, было прибрежье, Даниэль, Синявский, да. Но в основном уже начали это выгонять. Да, лишать источников существования. А кого выгоняли? Опять ведь умных. А если умные мозги утекают, значит, здесь меньше возможности развивать и создавать рабочие места. Ведь вот что происходит. Вот в чем трагедия Мордовии. И это не все понимают. И это было на протяжении многих десятилетий происходило. 22 апреля, вернее так, у нас 6 лет за ЖКХ в Саранске отвечал первый зам главы города, мэра Алексей Владимирович Егорычев. И вот вместо него назначают нового первого замглавы, тоже ответственного за ЖКХ, Игоря Николаевича Бутякина. Давайте, если мы не профессионалы, но подведем итоги вот, работы ЖКХ в городе за 6 лет и дадим пожелания новому руководителю. Ну, ЖКХ я могу судить только по себе. Вот. Сказать, позапрошлом году было холодно у нас. Я даже писал. Отопление, да? Отопление, да, даже писал и даже месяца 2 не платил. После этого пришла комиссия. Очень интересно. За час до этого женщину подпустили, она пришла, говорит, я раньше немножко пришла, можно я у вас погреюсь? Схитрила тогда. А накануне в 2 часа ночи ровно начали топить. И натопили, квартиру натопили, потом пришли, а там, значит, больше 12 градусов, больше 18 градусов, значит, уже можно. Они пришли, с 2 часов ночи начали топить, где-то часов в 9-10 пришли, проверили, нет, у вас все в порядке, вот видите.
А что было до этого, значит, холодно было. То есть ребята хитрые. Но это был единственный случай, если можно сказать. Так вот, в основном, вроде в этом году все в порядке было, жаловаться не приходилось. Так убирают. Надо прямо сказать, что я сам понимаю, что это Светотехника, район большой, очень много земли, газонов. Убрать такую территорию сложно. Поддерживать в чистоте тоже очень сложно, я понимаю. Я ездил по разным городам, и я прямо скажу, что Саранск на этом фоне, в том числе Светотехника, выглядит очень неплохо, очень чисто. Вот. Если это ЖКХ делает, то большое спасибо. С другой стороны, у моего дома где-то растут 30-40-летние вязы, ясени, и я уже и лезут в окно. Вот окна, значит, там это, еще там даже карагач один какой-то растет. Кто их посадил, никто не знает. Уже белки могут к вам забегать. Вот, ну, белок нет, но ветки лезут. И невозможно от комаров поставить сетку, потому что при ветре они бьют по сетке, рвут сетку и прочее. Вообще темно, ничего не приходится включать свет даже днем и так далее. 2 раза писал я нашему пролетарскому, значит, ЖКХ номер 1 в пролетарском районе. Он говорит, а это вы обязаны сами. А почему я обязан, когда у нас целые службы есть, они деньги получают за это? Вот. И рядом, представляете, рядом растут вот ясени вдоль дороги, подъезжает машина, вот эти молоденькие, где там резать-то можно не резать, они режут, а вот огромный ясень стоит рядом, и там вот огромные вот такие эти, они уже обвисли там и прочее, вот-вот кому-то на голову свалятся и пришибут, потому что дети бегают под ними и прочее. Ничего не делают. И вот я уже 2 заявления писал, бесполезно. Вот, может быть, мое обращение как-то заставит их среагировать и оторвать одно место от своего кресла и заняться этой проблемой. Ну вот на следующую новость большинство говорит, что в этом не разбираются, и возможно, вы также ответите, и вам нечего будет прокомментировать, но все равно, я считаю, как мы, граждане, должны проговаривать такие темы на всякий случай. Центральный банк 7 мая опубликовал пресс-релиз, что Мордовпромстройбанк присоединяется к Активбанку. Столица С сообщает, что считает, что это оба банка контролируются семьей Меркушкина. Но вопрос такой, как вы в целом оцениваете состояние банковской системы Мордовии? Все ли у вас потребности банковские, там кредиты, депозиты, оплаты ЖКХ через банки, ипотека? Все ли вас устраивает, все ли в Мордовии есть? Ну, я от банковской системы очень далекий человек. Кто там объединяется, разъединяется, это их дело. Вот. Я знаю, что у нас долг 2 бюджета в Мордовии. Вот. Это я знаю, что платить придется нам с вами, потому что чиновники нынешние не уйдут вот, на хорошие пенсии, скажут, а мы тут ни при чем, оплатить вот мы и наши дети. Вот это меня смущает, как говорится, и настораживает. Что касается банковой системы, я плачу. Не берете ЖКХ. кредиты? Нет, кредит я не беру, потому что знаю, что это очень опасная вещь в наших условиях. Вот. И оплачиваю ЖКХ через Сбербанк. Нормально. Жалоб нет? На очереди там Нет, приветливые девушки, все. В пролетарском районе, я имею в виду. Хорошие. А до этого в одно место обращался, там мне не понравилось. Очень много у нас новостей, постоянно связанных с Мордовией. Это взаимодействие с другими странами, в том числе мы привлекаем инвестиции из Венгрии, товарообмен с Белоруссией, с Китаем, вот выставка с Северной Кореей, с этим тоталитарным государством, ну и разное другое взаимодействие. А вы в целом как оцениваете эффективность вот, международной политики Мордовии? Может быть, советуете с какими-то странами усилить взаимодействие или с какими-то новыми? Советовать мне сложно, потому что я не знаю всей конъюнктуры, ситуации. Я сам только впервые узнал. Да, я думаю, руководство Мордовии это виднее, потому что они лучше в таких вопросах разбираются и все. Я могу только в общем сказать, что... С финно-угорскими странами? С финно-угорскими странами, без сомнения. Почему? Дело в том, что эти страны, обратите внимание, все 3 зарубежных страны финно-угорских, это страны демократические. Они никогда не были тоталитарными. Даже венгры, хотя вот они потерпели поражение в Первой мировой войне, и там вроде адмирал Хорти был, понимаете, и так далее. Даже тогда у них не было тоталитарным, потому что вот финно-угорский дух, он тоталитаризма не терпит. Это идет еще с финно-угорской общины, истории идет. И у них есть огромный опыт перехода к такому демократическому государству и жизни демократического государства. Я придерживаюсь такого мнения, что
Рано или поздно, но все развитые страны должны к демократии прийти. Но до демократии нужно дорасти. Не всякое общество к демократии готово. У нас в 17 году пустили демократию, в результате чего получили хаос и гражданскую войну. В 91 году Борис Николаевич пустил демократию, и все. И что там стали делать? Стали издавать спид-инфо, где рекламируют соитии с животными там и прочее. На ошибках учимся. Это не ошибки. Пытаемся, Для того, чтобы ошибаемся. подойти к демократии, надо, во-первых, иметь определенную внутреннюю цензуру. А это происходит каким образом? Человек воспитывается в нормальной семье. Ну, церковь играет определенную роль, может быть, какие-то организации общественные, спортивные, школа, без сомнения. И у него есть определенное понимание, вот что можно делать, что нельзя делать. Вот. И у него, прежде чем, кроме того, жесткий закон. Но прежде чем подойти к жесткому закону, у него еще внутренняя цензура есть. А вот в рамках этого, то, что можно, говори, что хочешь, делай, что хочешь, если это не нарушается законом. Понимаете? Но до этого нужно дорасти. Не всякое общество к этому готово. И надо постепенно расти. И наша страна должна постепенно расти. Потому что если она в сторону демократии не пойдет, а опять пойдет в сторону деспотии, что, между прочим, проще для бюрократии, для чиновников. Это ведь с демократами надо цацкаться, надо возиться, выслушивать их, что они там говорят, да. Компромиссы и прочее. А здесь сказал, ну-ка, критику молчи, терпеть. Да. И все. Поставил силовой блок, как говорится, и все. Но да. Это путь в никуда. Это путь в пропасть, деградацию и в распад уже Российской Федерации. И в последней новости мы традиционно берем пример для нашей страны из других стран. Вот в этот раз я вот что выбрал. 20 мая в своей инаугурационной речи президент Украины новый Владимир Александрович Зеленский обратился ко всем украинцам в мире. Он говорит: нас 65 миллионов, вы нам очень нужны, типа со всей планеты. Привезите, пожалуйста, нам ваши знания, опыт и ментальные ценности. А за 2 месяца до этого Владимир Ильич Волков в ежегодном послании тоже миграционный убыль, вот большой абзац посвятил, ставил задачу. Как вы считаете, решаема ли эта проблема вернуть вот сотни тысяч тех, кто родились в Мордовии, кто связан семейно с Мордовией? Эта проблема решаема. Решаема, но в таких условиях, если здесь опять-таки будет хорошо оплачиваемая работа, если человек сможет на эти деньги сравнительно недолгое время накопить и купить квартиру, пока жить где-то на квартире, вот. То есть, если эти условия будут лучше, чем там, то люди сюда приедут. И в первую очередь те, кто отсюда в свое время оторвался. Если условия будут хуже, человек ищет где лучше. Люди не приедут. А просто призывами приезжайте. Ну, приедут несколько, как говорится, таких вот романтиков, скажем, которые здесь немножко побудут, а на следующее утро уедут. И все. А новая пресс-служба не поможет? Нет, никакая пресс-служба не поможет. Уважаемые телезрители, новости из жизни Мордовии за апрель-май 2019 года прокомментировал Владимир Кузьмич Абрамов. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание.